Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Сегодня в городе проводится начальный этап командно-штабных учений действий руководящего состава ГОЧС по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций, природного, техногенного, биолого-социального характера и связанных с террористическими актами. Учения проходят на базе администрации, запланированы выезды в организации и предприятия города. Подробнее об этом Марина Баринова. Вводное совещание провел заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашской республике Андрей Саенко. Им же были представлены и члены комиссии, которые в ходе командно-штабных учений будут оценивать подготовку знаний, практических навыков и умений руководящего состава органов управления, а также насколько эффективно в организации применяют силы и средства гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях как в мирное, так и в военное время. Раз в 5 лет в каждом муниципальном районе республики проводится командно-штабная тренировка или командно-штабные учения в течение 2 суток, 3 суток. Такие учения проводились в городе Канаше в 2012 году, поэтому в этом году мы проводим тренировку. В течение этих 2 дней мы будем давать вводные на введение режима чрезвычайной ситуации на территории города. Будут даны вводные по взрыву бытового газа в многоквартирном жилом доме. Серьезное дорожно-транспортное происшествие. Также будет пожар в каком-то детском или в среднеобразовательном учреждении. Спланировали на детском саде, потому что школы у нас уже все находятся на каникулах. И посмотрим, как работает администрация в этом отношении и ваша служба жизнеобеспечения города. «Тяжело в учении, легко в бою», гласит народная пословица. Несмотря на мирное время, каждый должен быть готов к любым поворотам судьбы. Именно это и будут оценивать члены комиссии завтра во втором этапе командно-штабных учений. Все обучаемые будут выполнять свои функции на фоне конкретной, непрерывно развивающейся тактической обстановки, которая может сложиться на любом объекте. Марина Баринова, Павел Шевченко, «Вести недели». Лучший двор-2017. Комиссия во главе председателя Дмитрия Байгулова проехала по дворам, претендующим на звание лучшего. Канашская 8, Репина 12 и Восточный 31 встречали гостей. Колокольчики, лотосы, солнце, колодцы. Красоту навели из подручных вещей, которым место на свалке. Но жители домов-конкурсантов умеют из ничего создавать шедевр. Забор из прутьев на Канашской 8 поразил всех членов конкурсной комиссии. Этот дом ежегодно участвует и уже был среди победителей. В позапрошлом им поставили новую игровую площадку. Репина 12. Один двор на несколько домов. Огромная площадка и огромный творческий потенциал. Здесь все сделано своими руками. В конкурсе впервые. Паровоз, беседка, лебеди, герои старых и современных мультфильмов – результат работы талантливых собственников жилья. С внешней стороны дома можно наблюдать, как гоняют мяч мальчишки-подростки. Футбольное поле своими руками. Подготовку к конкурсу начали еще в прошлом году, но в прошлом году не успели подать заявку. Но многое было сделано в прошлом году. Трансформаторная будка была разукрашена, собраны деньги с жильцов дома, горка была поставлена. Все основные постройки, которые вот здесь вы видите, это все сделано в основном в прошлом году. В этом году мы просто подали заявку уже, освежили, что-то новое добавили. Старались для своих детей. Кто старался? Мы, молодые мамы, вот инициатор Татьяна Николаевна. Я, еще тут несколько человек. Все своими силами. Детки убирают мусор по просьбе нашей. Красят, если им мамы разрешают, но не всегда. Ни в чем не откажут. Футбольное поле, расскажите. Футбольное поле, да, сделали специально для них, чтобы нашим маленьким не попадало. Очень нравится, за собой убирают. Очень хорошо. Далее по курсу Восточный район, дом 31. Богатейшее портфолио впечатлило членов комиссии. Активистов в этом доме большое количество. Охотно выходят работать, все до единого вносят денежные средства, если это необходимо. Я пенсионер, да. Вдова погибшего при исполнении, у меня муж погиб при исполнении. Вот. Чем-то надо заниматься. Хочется детишкам сделать, чтобы все дети были счастливы. Люблю детей. Вот делаю площадку. Здесь площадки вообще никогда не было. Была только вертушка, стояла и грибок, мухомор. А сейчас вот у нас, видите, какая большая красивая площадка. Это все мы делали общее с жителями. Помогли жители дома, молодцы, конечно. Подключились очень хорошо. Даже те, которых детей нету, и те участвовали. У нас вот есть такая жительница одна, тоже пенсионерка, уже в возрасте женщина, да.
Вот она прям для детей 500 рублей просто так положила, и все. Когда мы собираем и по 100, и по 200, ну, на 500 положила, молодец. Очень много таких доброжелательных людей. Ну, и мы очень рады, потому что площадку вот эту вот тоже нам с помощью администрации города, вот, 20 тысяч мы собрали жителей города, 20 тысяч нам помогла администрация. Мы, конечно, очень рады. Детишки не слезают отсюда. Прям очень довольны. Сколько? И взрослые, и малые. Тут кого только нету. А знаете? сколько вышло это у вас, площадка вот эта конкретная? 40 тысяч. 40 тысяч? 40 тысяч рублей. Потому что, видите, это по нашему рецепту. Вот тут у нас, потому что, видите, как и тут у нас ездит, и тут у нас крутится фигура. Тут у нас проезжаете, видите, туда-сюда. Стоим, ездим. Там отжимаемся. Чем длиннее, тем лучше. Вот. Спасибо администрации, конечно, пошли навстречу. У меня 3 внука и 1 внучка. Есть на что посмотреть, но больше всего поразил подъезд. Он не участвует в конкурсе, но по приглашению прошли и туда. В подъезде мусоропровод «Березка», на полу и на стенах божьи коровки. Зимой и летом зеленый лес. Во дворах благоухают цветы, и все это старания самих жильцов. Такие конкурсы действительно просто повышают настроение, потому что ты видишь, насколько люди к этому конкурсу готовятся. Вот эта мрачность, серость, бытность, она уходит на второй план. Действительно приятно, красиво и достойно видеть вот тот объем работ, который собственники сами по своей инициативе, за счет своих средств делают для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. То, что мы видели в подъезде, ну это просто уникально. Я в первый раз такое увидел. Я такого не видел никогда. Мне, переполняет, конечно, эмоции с одной стороны, но и гордость за тех людей, которые здесь живут. Но конкурс есть конкурс. Сейчас комиссия будет работать. Скажу по секрету, в прошлом году мы спорили около 3 дней. Всегда бывает так, когда несколько человек, это различные мнения. Каждый отстаивает свою точку зрения. Я надеюсь, что мы сегодня к какому-то общему согласию придем с членами комиссии, выберем, пускай победит достойный, и, соответственно, конечно, люди получат приз в виде игровой или детской спортивной площадки. Это решит комиссия, но я еще раз, пользуясь возможностью вашей компании, хочу сказать собственникам, пожалуйста, участвуйте в этих конкурсах. Не так много средств для этого нужно. Для этого нужна только активность и желание, и все. Участвуйте, каждый год этот конкурс проходит, пускай победит сильнейший. Членам комиссии пришлось непросто. Каждый двор достоин победы. Но, посовещавшись, они так и не смогли выбрать один и решили победу отдать дворам Репина 12 и Восточного 31. Победителям подарят игровые или спортивные площадки. Олеся Григорьева, Павел Шевченко. Вести недели. Ни для кого не секрет, что дружная и крепкая семья является опорой для здорового общества и сильного государства. Эта мысль не раз звучала со сцены городского дворца культуры. Как прошел праздник и что делается для поддержки канашских семей в сюжете Павла Шевченко. Нынешний день семьи, который также связывают с именами православных святых Петром и Февронией Муромскими, прошел под эгидой Года Матери и Отца, объявленным в Чувашской Республике. Глава администрации Владислав Сафронов отметил, что крепкая семья является определяющим фактором успешной жизни. Если в семье все хорошо и на работе хорошо, как хорошо после работы возвращаться в теплую, хорошую атмосферу, где ждут надежные люди, супруга, дети и радуют. Также глава посетовал на весьма печальную статистику разводов среди молодых пар. Однако Владислав Сафронов выразил надежду, что новые рабочие места, которые появятся в ближайшее время благодаря реализуемым в городе проектам, поспособствуют укреплению семейных уз канашцев. Вы знаете, что объездную дорогу уже начали строить. Ферма досталась надежная, водострой, который имеет хорошую базу и строит немало дорог. Они обязаны сдать свой объект, объездную дорогу, в сентябре месяце. А очистные сооружения тоже выиграли наша чувашская фирма. Они приступят к работе дней через 10. И индустриальный парк, самый дорогой, где подстанции по 25 мегаватт построят, водоснабжение, водоотведение, газ подведут. И где будут созданы новые предприятия, новые рабочие места, они должны сдать и очистные сооружения, и этот объект в 2018 году. Мы надеемся, что будут открыты много-много небольших, по 100 человек работников, но много предприятий для того, чтобы были обеспечены наши жители рабочими местами и достойной заработной платой.
Депутат Госсовета Чувашской Республики Виталий Иванов поблагодарил семьи, которые являются примером для молодых. Я хочу пожелать всем тем, кто имеет семью, дожить до самой старости и действительно провести это все вместе рядом с своим любимым супругом. Медалями за любовь и верность были награждены самые крепкие семьи города. Под звуки фанфар начальник управления пенсионного фонда по городу Канашу Ольга Петрова вручила сертификаты материнского семейного капитала. Многодетным семьям сертификаты на право безвозмездного получения земельного участка для строительства жилого дома и памятные подарки. Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, отметил важность духовного развития и нравственного воспитания детей в полноценных семьях. На протяжении всей программы талантливые и творческие коллективы города радовали гостей танцевальными и вокальными номерами. Павел Шевченко, «Вести недели». На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.